Уважаемый Алан Эдуардович, уважаемые коллеги, работа управления исполнением наказаний в текущем периоде проводилась в плановом режиме. В настоящее время в следственном изоляторе содержится 21 человек, в колонии общего режима 14, строгого режима 16 человек. Обеспечивался установленный порядок отбывания наказания. Происшествий не допущено. Как уже отмечалось, совместно с МВД проводятся подготовительные мероприятия по передаче управления исполнением наказаний в подведомство Министерства внутренних дел. Ведется соответствующая работа. Завершены мероприятия по подготовке пенсионных дел бывших сотрудников УИН в количестве 23 единиц. Они готовы для передачи в Российскую Федерацию для изучения и решения вопроса о назначении российской пенсии. На этой неделе они будут отправлены. Есть определенные трудности с зимним обмунированием. Уже зимний период приближается, а ввиду таких трудностей с финансированием у нас есть вот эта проблема, что люди на постах могут оказаться без теплого, скажем так, обмундирования. Но это тоже мы решаем совместно с Министерством финансов и обратимся и за помощью к МВД тоже. По линии службы судебных приставов возбуждено 954 производства в текущем месяце и окончено из них 857. В бюджет поступило 3 895 000 рублей. Всего с начала года окончено 2974 исполнительных производства на сумму 56 41 000 рублей. В судах поддерживался установленный порядок ведения судебных заседаний. Происшествий также не допущено. На истекшей неделе состоялась видеоконференц-связь с представителями Центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов, на которой детально обговаривался порядок передачи пенсионных дел бывших сотрудников службы судебных приставов в Российскую Федерацию. И тот набор, перечень документов, которые необходимо при этом обеспечивать. Вот все вопросы обговорены, достигнута договоренность, и мы в начале следующего месяца пенсионные дела также будем направлять в Российскую Федерацию на изучение и решение вопроса о назначении российской пенсии.